Администрация Восточного Туркестана, возглавляемая китайскими коммунистами, издала указ о строительстве автостоянки на месте разрушенного кладбища в Хатани. Журналист-исследователь Райан Тум предоставил спутниковые снимки, которые показывают масштабы культурного геноцида, устроенного Коммунистической партией Китая. Тум сделал следующее заявление. В прошлом году китайское правительство разрушило кладбище и несколько мавзолеев. Сейчас мы наблюдаем, что на их месте построили автостоянку. В китайских СМИ данный факт был аргументирован развитием инфраструктуры в связи с потребностями города. Для уничтожения культуры и самобытности мусульман коммунисты разрушают кладбища, которые являются неотъемлемой частью их жизни. Согласно отчету Bitter Winter, 82 международные организации подали петицию в ООН, предложив отменить решение о приеме в консультативную группу представителей Коммунистической партии Китая, виновной в политическом давлении, нарушениях прав человека и массовых убийствах в Тибете и Восточном Туркестане. Обращение к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу и руководителю Третьего комитета Кристиану Брауну направили организации Тибета, китайские правозащитники, уйгурские неправительственные организации и демократические объединения внутренней Монголии и Гонконга. 1 апреля постоянный представитель Китая в ООН Цянь Дуань был назначен членом консультативной группы. Мандат китайского представителя, который будет занимать важную роль в расследовании нарушений прав человека и назначении специалистов, истекает 31 марта 2021 года. На пресс-конференции, прошедшей в Министерстве иностранных дел, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему обеспокоен ситуацией в китайских лабораториях и отметил, что мир должен разобраться, как началась эпидемия коронавируса. У нас до сих пор нет доступа к Уханьскому институту вирусологии. Мы не знаем, откуда появился этот вирус. США обеспокоены безопасностью китайских лабораторий, которые продолжают работать над инфекционными патогенами. Мы не знаем, применяют ли они меры безопасности, чтобы предотвратить повторение этой эпидемии. Китай говорит, что хочет сотрудничать, однако стратегические партнеры обязаны делиться информацией, заявил Помпео. Требование Австралии о проведении независимого расследования в связи с эпидемией коронавируса усилило напряженность между Пекином и Канберрой. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что независимое расследование причин появления вируса, из-за которого во всем мире погибло свыше 200 тысяч человек, является вполне обоснованным. В свою очередь, посол Китая в Австралии пригрозил, что китайские потребители могут бойкотировать австралийские товары. После того, как Дональд Трамп заявил об отмене финансирования Всемирной организации здравоохранения, в американских СМИ появились сообщения относительно того, что Белый дом поручил спецслужбам выяснить, скрывал ли Китай и Всемирная организация здравоохранения какую-либо информацию о коронавирусе нового типа в самом начале эпидемии. Об этом сообщило информационное агентство ABC News, ссылаясь на двух высокопоставленных сотрудников администрации Трампа.